Якутский колледж инновационных технологий приглашает выпускников 9 и 11 классов начать обучение по актуальным специальностям: бухгалтерия, финансы, юриспруденция, логистика, сервис на транспорте и другие. В колледже вас ждет насыщенная внеаудиторная жизнь, увлекательная учеба и практика. Есть бюджетные места. Телефон приемной комиссии 26 26 65. Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите видеоблог студии Ветви. Сегодня мы решили пойти в заброшенное здание, чтобы снять видео об ужасах. Вот это поворот! Дело в том, что в комментариях нас попросили снять какой-нибудь топ. Мы думали и решили, что будет неплохо рассказать о любимых фильмах ужасов, которые нравятся участникам нашей студии. Сережа, расскажи вообще, где мы все это снимали и как тебе здание? Дикая заброшка, ИТФ. Самое первое здание в городе с паровым отоплением. Серьезно? Да. И это памятник архитектуры, который стараниями наших доблестных алкашей превратился в настоящий бар. Ну, на самом деле обидно, потому что здание это по сути крутое. Да, могли бы его и сохранить. На самом деле это такая нетривиальная, как выяснилось, задача вспомнить фильмы ужасов, которые тебя напугали больше всего, потому что, я думаю, что и у тебя, и у меня самые яркие впечатления из детства, конечно. Ну, не совсем так. В детстве, наверное, не очень много смотрел фильмов ужасов, как таковых. Мне другие жанры больше нравились. Боевики с Жан-Клодом Ван Даммом, например. Первое, что меня напугало достаточно сильно, то есть такое впечатление на меня оказало, это был фильм «Астрал» 2010 года. Я и сейчас слышу этот голос. Режиссер кто он? Джеймс Ван, да? Первые две части, которые вот он снял. И первая часть была очень криповая для меня. Нагнетала атмосфера, были вот эти вот бум-моменты, да. Меня пробирало прям вот. Особенно вторая часть меня так сильно зацепила. Вот эти фильмы, да, меня заставили побояться. У него твой ребенок! У него твой ребенок! У него твой ребенок! Вообще феномен Джеймса Вана — это интересная достаточно вещь, потому что как только он начал снимать свои фильмы, у него оказался такой немножко другой подход к созданию фильмов ужасов. То есть он снимал на широкоугольные объективы, он использовал разные визуальные приемы, больше было саспенса, меньше скримеров. И мне кажется, вот эти серии, как «Астрал», «Заклятие», да, первая, вторая, опять же. «Проклятие Аннабель», то есть те, которые соединены в одну вселенную. По-моему, читал Уорренов. Да, женщина-медиум и мужчина, он как экзорцист, можно так его назвать. Да. У них в Америке просто есть целый музей, где вот эти все куклы и прочее. Да, и дичь. вроде бы это все на реальных историях основано, да, и чтобы такие люди были. Что интересно, в конце каждого фильма показывают реально действующих персонажей, да, и актеров, которые их играли, и подборка достаточно хорошая, то есть практически один в один. Короче, у меня есть топ-3 страшных фильмов для меня. Ты закрываешь глаза на ужастиках? Нет. Первое — это серия фильмов «Проклятие», именно японская, которая вышла в 2002 году, если я не ошибаюсь. Вот это дело. Он с глазами такими, да, черненькими? Короче, смотрите, по лору там проклятый дом, куда нельзя заходить. Короче, в каком... Какому лору? Ты про врача? Врача? Вы не знаете, что такое лор? Нет, I don't know. Почему я не стоял с КПВ звания? Потому что ты ушел. Объясни История, нам, по что истории. Ты не такое попадаешь лор. априори вообще. Ну, это общая история, Давай, с короче. лора, давай. Вот этой вселенной «Проклятие». Короче. Еще одна вселенная. Да не вселенная это, но в одном из маленьких городков Японии есть, назовем его Тата. В маленьком городке в Японии есть дом, куда нельзя заходить. То есть там все местные жители знают, что он проклят. Кто туда зайдет, больше оттуда не выйдет. То ли студенты, то ли... Ну, в общем, молодежь, услышав об этом доме, решают... Они такие же, как мы, типа, да? Да, они решают, типа, давайте зайдем в этот дом, посмотрим, типа, это все враки, мы не умрем, там, и так далее, и так далее. И потом они начинают там все по одному погибать.
Из новых меня больше всего зацепил фильм из этой же вселенной Джеймса Вана, фильм «Проклятие Аннабель», первая часть. Я ходил в кино. И это реально было здорово. То есть, действительно, нестандартные съемки, снято все на ширик, очень много интересных каких-то драматургических моментов. Очень понравился подход Джеймса Вана в том, что иногда он показывает просто темный кадр, где виднеется какой-то силуэт, и ты долгое время пытаешься всмотреться и понимаешь, что там что-то есть. Мне очень нравилась всегда реакция зала, потому что появляется этот кадр, тишина, и тут все начинают понимать, что там что-то есть, и они начинают... Подбывать, да, есть такое. Это очень круто. У Джеймса Вана обычно ужас, он с чем-то связан, то есть можно рассматривать этот ужас не просто как какую-то чертовщину, а как какой-то вот психологический момент, как какую-то метафору. В случае с «Проклятием Аннабель» это вот послеродовой психоз, очень ярко описан, то есть можно, в принципе, весь фильм трактовать не как какую-то мистику, а как вполне реальные страдания вот молодой женщины и вот молодой супружеской четы, у которых вот что-то пошло не так. Если пересматриваешь их несколько раз, ты замечаешь все больше и больше. К примеру, когда женщина передвигается по дому, все внимание зрителя сосредотачивается на ней. А если посмотреть по сторонам, то вот эти вот призраки, которые есть в этом доме, они мелькают, они где-нибудь стоят в углу, либо где-то сидят. И когда ты начинаешь полностью охватывать эту картину, становится еще более жутко, потому что она-то их не видит, а они, грубо говоря, за ней следуют. Теперь, топ номер 1. Самый страшный фильм в моей жизни. Ты подожди, ты. А второй-то какой? Второй какой? Второй был «Проклятие», Это я просто переместил. В смысле, на третьем месте у тебя что было? Нет, на первом месте сейчас скажу. Нет, я их перемешал. Моя жизнь, мои фильмы, мои правила. Все, я их перемешал, все нормально. Топ-1. Самый страшный фильм в моей жизни – это якутский фильм, называется он «Cette terre sire», который вышел в 1996 году. Он есть на Ютубе. Серьезно? Да, его можно посмотреть. Что началось? Бабки продают! Опа, чирик! Это проклятый чирик. Проклятый чирик. Копейка, рубль бережет. Кто копейку не поднимает, тот рубля не стоит. Почему он самый страшный? Потому что все это происходит, где-то рядом. Вот это обычная якутская деревенька, даже не деревенька. В общем, Алас, только 2 дома стоит почему-то. И в один момент у главного героя пропадает жеребенок. И он скачет его искать. И натыкается на старый... Я, спойлерить не буду, вы, просто на ютубе. Не, это не спойлер. Завязка. Да, это завязка, смотри. Ну и вот, пропадает у него... было того, не, что пропадает у него странная деревня. Пропадает жеребенок, он скачет искать. Он едет, искать своего жеребенка. Едет искать своего жеребенка. Своего же ребенка. Пропал же ребенок. Он едет на коне. Натыкается на старый хотон, Все двери там закрыты, а окна очень маленькие. Он смотрит, а же ребенок внутри. Он не понимает, как он туда попал. А все остальное посмотрите на ютубе. Введите «Cette terre sire», переводится как «проклятая земля». Мне кажется, нельзя закрывать глаза на классику, потому что как раз-таки, в моем случае, ужасы из детства, они, конечно, самые пробирающие, потому что ты еще не можешь отличить, где реальность, где вымысел. Друзья в ограде говорили, вот смотрел фильм «Оно», и мы сидели в это время под домом. То есть это же рассказывается детьми как? Есть клоун, который водится под домами, чувак. Ловит детей и ест. Да, и, возможно, нас сожрут сейчас. И в детстве, когда тебе лет 5, это, конечно, очень сильно пробирает. Когда я впервые посмотрел фильм «Оно», это было явно не самое прекрасное путешествие в моей жизни. После этого, конечно, как многие, боялся клоунов. Все, кто смотрел в детстве этот фильм, они, наверное, до сих пор к клоунам относятся с подозрением. Я помню из самых ранних, наверное, фильмов ужасов, которые я еще видел, это был «Дракула». Брэм Стокер, да? Люси!
Я не могу воспринимать фильмы про вампиров как ужасы. Для меня они больше как боевики, наверное, что ли. Хотя вот в этом фильме Гарри Олдман же, да, помните, играл, да. Он достаточно жутковатый был такой. Грим у него вот этот, ну, заставляло тебя там тоже мандражировать при просмотре. Ви. Жуткий же фильм вообще. Да. Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Правильно? Правильно. Для тех времен он был настолько круто снят, вот с этими чертями, со всеми, вот этот грим. Тебе казалось, что они что там по стенам лазят, что ли? Паночка, которая тоже, она постоянно вставала из гроба, и чувство неотвратимости, когда она вот преследует этого молодого монаха. Единственное, что его от нее отгораживает, это вот круг, который он мелом вычертил, и ему приходится там оставаться, и он никуда не может уйти с этой деревни, потому что его не пускают, ему нужно закончить эту 3-дневную службу. Да, есть на Ютубе канал Акела... Какая реклама Ютуба и каналов, которые там присутствуют, ветви. Есть на Ютубе канал Акела Animation. Они делают страшные короткометражные мультики на якутскую вот тематику. Все. Канал Акела Animation обязательно посмотрите. В общем, больше 10 короткометражных мультиков, и они по сей день выпускаются. Классно, надо поддержать пацанов. Подожди, они тебя прям реально напугали? Ну, я боюсь... Нет, только... это просто реклама. Нет, я не боюсь новых фильмов, которые происходят где-то вдали, там, за 50 тысяч километров от меня. Кто это? Это, ну что, и что? Я боюсь вот то, что происходит возле меня, вот якутские вот эти ужастики и так далее, и так далее. Хоть даже анимационные, все равно они нагоняют страх, потому что я иногда бываю в таких деревнях, и там очень страшно. Между прочим, я один раз видел кое-что. Страшные фильмы для меня, ну, затащи меня в ад, не знаю, неприятные, мне кажется, все равно. Я боюсь, на самом деле, не того, что происходит вокруг меня, а то, что у людей в головах. И меня очень напрягают фильмы серии про Ганнибала Лектора. Как исполнить? С выпущенными кишками или нет? Не знаю, я же жестко напрягаюсь по этому поводу. Вам не кажется, что ваш сосед может быть таким? Это же не обязательно, он должен быть американец или кто-то. Ну, там. Это может быть человек, он живет рядом с тобой, он с тобой еще как-то контактирует, наверное, и в любой момент ты можешь оказаться его жертвой. Психические расстройства у людей. Это больше меня пугает, чем какие-то... Ну, ужастики, типа мальчика, которого убили. Ну, такого не бывает. В смысле не бывает? Ну, в смысле, бывают мальчики, которых убили, но не бывает так, чтобы мальчик потом после своей смерти еще кого-то убил. Ты просто не встречал таких. Ну, просто такого реально не бывает. А вот такие ужасы прям бывают. Чего не бывает? Мальчика, которого убили, а он потом пришел и убил другого мальчика. А ты откуда знаешь? То, что ты не видел, не означает то, что этого не было. Серьезно? Да. А вот меня как раз-таки пугают такие мальчики, которые могут ожить потом и бегать за тобой. Поэтому меня напугал достаточно сильно фильм «Заклятие», который был, по идее, основан на реальных событиях. Там даже были в конце фоточки. Ну, о них подробно... Нет, там не было. Ты не смотрел «Заклятие»? Нет, я не смотрел. Может быть, смотрел. Я как бы... Вот все эти голливудские новые ужастики, я их путаю, короче, потому что они одинаковые. То есть там одинаковые скримеры, там одинаковый сюжет. Все там одинаково. А знаете, очень странно, но я боюсь проснуться и оказаться в реальности фильма «Сталкер». Да, и мы двигаемся дальше. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети.
У страха очень много граней, и мне очень нравится, когда в фильмах эксплуатируют, ну, по-другому не скажешь, эксплуатируют разные подходы к страху. И вот как раз-таки то, что ты упомянул, что Дракула оказался в исполнении Гарри Олдмана пугающим, потому что он странно себя вел, он странно двигался. То есть тебя пугал не скример какой-то, не то, что он там зубы показывает, а то, что он себя ведет. Поведение, да. Да. Never drink. Why? И вот, кстати, если вы посмотрели трейлер грядущей второй части «Оно», там есть сцена, которая прям полностью в трейлере, когда там бабуля, которая ведет себя просто подозрительно. Никто здесь не умирает в самом деле. Ну, расскажи, как тебе возвращение в Дерри? Бабуля ведет себя подозрительно, и это наполняет тебя таким чувством неуютности. Вон там Миша Кириллин ползает. Пополз по стене, это как паночка. У тебя коротит мозг от того, что, с одной стороны, выглядит в точности как человек, но ведет себя не в точности как человек, что у тебя подсознательно возникает чувство вот этого страха, отвращения. Мне кажется, это очень хороший показатель уровня кинематографиста, когда ты можешь действительно напугать человека не скримером, а тем, что у тебя просто персонаж странно себя ведет в кадре. Вот это реально круто. А «Ведьма из Блэр»? Серьезно? Нет. «Ведьма из Давай, Блэр»? расскажи о «Ведьме из Блэр». Беспонтовый. Ну не, но он там очень берет атмосферу, во-первых. Не сам сюжет, потому что там нет сюжета. Первый. Да, самый первый. Этот, как его, как он назывался фильм? «Другие»? «Другие» назывался, да? Где играет Николь Кидман, вот это вот тоже страшный фильм был, между прочим. Николь Кидман переезжает в какой-то дом со своими детьми, короче, и потом начинает замечать, что их дом населен, короче, призраками. Он вообще крутой, он в конце крутой. «Астрал», «Оно» там и так далее. Вот почему все говорят, что они страшные? Они же не страшные. Потому что они страшные. Они вообще, вот «Оно», где там страшное? Вот и старое, и новое. Когда клоун превращается в паука. Новые фильмы ужасов обычно чем плохи, по моему мнению, что там повсеместно используется CGI, то есть компьютерная графика, и все-таки мы не можем 3D-монстров воспринимать полностью реальными, и поэтому используются вот сейчас часто аниматроники, используется грим повсеместно, чтобы именно натуральными какими-то приемами напугать человека. И вот, кстати, режиссер фильма «Затащи меня в ад» как раз-таки рассказывал про то, что на самом деле нужно пугать человека тем, что действительно есть. Грим или аниматроники, вот это лютый ад. Люди, которые вообще не боятся ужастиков, они просто люди без фантазии. Подключите фантазию, и вы триллеру, ужастику можно подключить свою фантазию и просто не вылазить из кровати несколько дней. Потому что все это может жить у тебя под кроватью. В общем, когда ложитесь спать, загляните под кровать и скажите «Спокойной ночи, хозяин». И чё? Ну и спи. Ну вот скажи так ночью, и потом расскажешь нам о своих ощущениях. И оттуда черный властелин выйдет. Да, и вообще самые страшные хорроры — это короткометражки, инди-короткометражки. Да, вот самое, кстати, вот самое страшное. фильмы. А вот эта голливудская вот эта жвачка, это не хорроры. Когда мы еще были в студии «Пропеллер», у нас был неплохой выпуск, посвященный ужасам. Советую вам с ним ознакомиться. Ссылка в описании. А вообще, пишите в комментариях, что пугает лично вас, какие ужасы понравились вам больше всего, и, может быть, что вы хотите увидеть еще. А на этом у нас все. Небольшой импровизационный выпуск закончен. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была студия «Ветви». Всем пока. Помогите, помогите.
Восточно-Сибирский лицей приглашает на обучение с 1 по 11 классы. Учебный план соответствует федеральным образовательным стандартам. Начиная с 7 класса лицей предлагает программы с углубленным изучением биологии и химии, а также экономики и права. Мы ждем вас. Телефон 36 97 92.